Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Сегодня наш гость в студии Василий Егоров, директор Республиканского центра спортивного резерва, заслуженный тренер Российской Федерации по кикбоксингу, заслуженный работник физкультуры и спорта Республики. Василий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сейчас известны как командир добровольческого отряда «Барс», ветеран специальной военной операции, но в первую очередь напомним телезрителям, чем вы занимались до начала спецоперации. После окончания института я сразу начал работать в сфере по спорту и до сих пор работаю в сфере спорта. В кикбоксинге? Нет, именно сейчас директор Республиканского центра по спортивному резерву. Сейчас работаю с детьми. А почему вы выбрали именно спорт? Сам спортом занимался в детстве, в тренерские годы тоже спортом занимался. И всю свою жизнь уже был тренером по видам спорта по-разному. Вы сегодня заслуженный тренер Российской Федерации по кикбоксингу. А как пришли в спорт и почему вот именно это направление? Уже с 90-го года уже начал работать по единоборству. В 1992 году уже начал работать конкретно тренерским работу по кикбоксингу. С этого момента полностью 4 года работал в Республике Саха-Якутия, главный тренер России Республики Саха-Якутия. И после этого, когда результаты начали показывать, меня пригласили главным тренером России по кикбоксингу в России. Насколько я понимаю, этот вид спорта, это же не просто спорт, там же еще есть философия определенная. Конечно, так. Все виды спорта имеют свою философию. В том числе единоборство. Да, единоборство. А в какой момент приняли решение стать добровольцем и что к этому подтолкнуло? Когда мобилизация началась, с этого момента уже мы начали конкретно готовиться. Но когда нашему предприятию дали повестку, нашим ребятам, как директор я хотел сам попроситься, но меня по возрасту не взяли, и пришлось мне пойти именно добровольно. То есть подтолкнул в первую очередь желание показать личный пример? Да, обязательно. Кто-то должен же пример показывать. И как вот проходил процесс? 2 месяца я готовился конкретно. Учебу, подготовку проходили в центре Батур. 2 месяца нас подготовили, и мы уже в конце сентября уже мы выехали в зону боевых действий. Василий Иванович, а как шла подготовка? С утра до вечера конкретно нас бегали, прыгали. Конкретно боевое сложение? Да. Когда вы уже непосредственно находились в зоне боевых действий, получали ли какую-то поддержку из республики? Поддержка волонтеров у нас постоянно была. Все мои знакомые постоянно мне звонили, чем помочь. Мы всегда им говорили, это надо, нам всегда отправляли. И тем более у нас постоянная связь был с главой Республики Саха-Якутия Асим Сергеевичем. Он нас постоянно поддерживал. То есть оказывали волонтеры в основном, да, и представители республиканского штаба? Обязательно. В гражданской жизни вы возглавляли Центр физической культуры. На зоне проведения специальной военной операции вас назначили уже командиром отряда. Какую цель вы себе поставили в этом качестве? И когда вас назначили? Когда меня назначили начальником штаба. Я 15 дней там находился начальником штаба в зоне боевых действий. Через 15 дней меня назначили командиром батальона «Барс-2». А какая цель была у вас? Самая главная цель, задача — это именно своих ребят оставлять живых. И им то же самое. Это же зона боевых действий. Не просто взять и просто идти там что-то накопать или окопы покопать. Сначала разведывать надо, все посмотреть надо, изучить надо. После этого уже решение принимать надо. Поэтому самое главное, тяжело, когда ты решение принимаешь. Правильно будет или неправильно будет. И когда ребятам даешь боевую задачу, и они живыми обратно вернутся или не вернутся, вопрос на этом заключался. А сколько человек было в отряде и какие в основном задачи стояли? В батальоне 500 человек, а с Республики Саха, когда мы туда приехали, у нас всего лишь было 47 человек. 47. Только с Республики Саха-Якутия. А так в батальоне 500 человек. 17 регионов у меня были. Про задачи. Какие задачи стояли? До меня удерживали там плацдармы, а наша задача этот плацдарм до конца удержать. И мы это задание полностью выполнили.
Василий Иванович, вы сказали, что в зоне проведения специальной военной операции вы принимали определенные решения. Что это были за решения и вот каково это? Ну, самое главное, когда принимаешь решение, до этого тебе ставят задачу. Эту задачу ты должен выполнять. Что эту задачу выполнять, ты должен принимать свое решение. Правильно. Ну, это не говорит, какие решения делаются, но там своя специфика, поэтому это не разглашается. Тогда продолжим, наверное, тему специальной военной операции. Какое самое сильное впечатление оставила служба в СВО и самый важный опыт для вас лично, который вы вынесли? Ну, я там нашел своих новых настоящих друзей, которые тебя никогда не предадут, потому что я с ними уже прошел огонь и воду. Они всегда будут мне прикрывать мою спину, я их буду прикрывать их спину. Поэтому таких людей, товарищей, найти только там, нормальных товарищей. Самый важный опыт, который вы для себя лично вынесли? Ну, самый важный опыт для меня, это когда ребята первый бой. Это первый бой всегда тяжелый. Когда обстрел идет, надо их выдержать. И мне повезло, что наши ребята, никто не сломался, все выдержали. Не только наши ребята, а именно Барс-2 ребята. Это вот вы говорите про свой первый бой сам? Да. А что это был за бой, где он проходил и какие условия были? Ну, когда мы уже четвертый день, когда мы пришли на передовую, и начался артобстрел, вообще выдержать, это нормальным человеком очень тяжело. Надо заранее этому готовиться. И когда видишь ребят, которые выдерживают это артиллерийский, когда артобстрел идет, и в глаза их смотришь, что ребята на тебя тоже смотрят. А им ты не должен показать, что ты тоже испугался. Ты должен свой пример тоже показывать и командовать, что делать. А если говорить вот про ваши спортивные планы, какие спортивные планы, в том числе по развитию кикбоксинга и физкультуры и спорта в республике? Не, я сейчас возглавляю не только вот кикбоксинг, да, как директор, да, я сейчас всех видов спорта возглавляю, потому что у нас 24 видов спорта, детского спорта, куда мы выступаем на первенство России, Европы и мира. Ну вот давайте поговорим про это. Какие планы? Ну, кого готовите? На следующий год уже будет Дети Азии. И сейчас конкретно подготовка идет наша сборная команда именно к Детям Азии. Какие спортсмены там сейчас? Ну, там 23 видов спорта будет. Это уже легкая атлетика, больная борьба, бокс. Ну, все виды, которые мы в тот раз выступали. Сейчас добавили еще 3 вида спорта. Это кикбоксинг и танцевальный спорт. И еще третий у нас... Как оцениваете вот уровень подготовки ребят? Может, с кем-то удалось уже пообщаться, на кого-то, так скажем, сделали ставки? Ну, всегда ставится ставка, потому что мы для этого должны готовиться, и ребята должны тоже готовить. Поэтому мы всех ребят сильных, что набрали, сейчас конкретно идут сборы. Ну, у нас же в республике, насколько я понимаю, очень сильная школа единоборств. Вот в этом плане, как ребята готовы, как они будут представлять наш регион на Детях Азии? Ну, по единоборствам, по больной борьбе, по боксу, по кикбоксингу, по дзюдо, по самбо, конечно, хорошие ребята есть. Мы на них очень сильно надеемся, что они результаты покажут. Ну, сейчас ребята готовятся, но осенью и зимой будут первенства России. Мы этих ребят там посмотрим, как мы их подготовили к Детям Азии. А если говорить вот про те 3 новых вида спорта, которые добавлены в программу, станут ли они сложностью или вызовом, или также подготовимся и отлично выступим? Не, ну, эти ребята участвуют на Дальнем Востоке, на первенстве России, поэтому никаких проблем не будет. Василий Иванович, я думаю, финальный вопрос. Как, на ваш взгляд, должна измениться республика за ближайшие 5 лет? Ну, самое главное, что мы должны улучшить свою жизнь. Цены потихоньку должны упасть. Это самое, народ должен любить свою родину. Тогда они будут защищать. Если, конечно, для народа мы ничего не сделаем, никто не будет защищать свою родину. И наша задача конкретно все условия создавать для народа, чтобы они любили свою родину и Республику Саха-Якутия.
Василий Иванович, ну и как у спортсмена, не могу не спросить, каких изменений ожидаете в сфере физкультуры и спорта в эти 5 лет? Ну, Появление новых спортивных объектов, например, возможно. появление новых спортивных объектов у нас уже есть. Самая главная задача сейчас стоит развивать те виды спорта, которые они должны участвовать на олимпийских видах спорте. Поэтому внимание у нас есть. Мы должны конкретно попасть в сборную команду России с взрослыми и попасть в олимпийскую команду. Ну, в том числе и наши национальные виды спорта, я думаю. Национальные виды спорта у нас конкретно работают, Маслин с ними уже работает. Ну и это здорово, я считаю. Василий Иванович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наш вопрос. Спасибо. Ну, я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч.